Добрый день, дорогие коллеги! Я Сактаганова Айгерим. Буду рассказывать вам о трудных и в то же время интересных событиях в моем первом году работы. Мой интерес стать учителем русского языка начался еще в детстве. Окончив школу в 2016 году, поступила в университет имени Шахмардана Есенова на филологический факультет русского языка и литературы. Закончив обучение в университете на отлично, я пошла по выбранной профессии для передачи своих знаний будущему поколению в среднюю школу номер 9 Нолинского района. За 2 года работы в школе я достигла немалых успехов в этой сфере. В начале своего карьерного пути я испытывала трудности, так как раньше не имела опыта работы. Начну с тех моментов, когда для меня это стало жизненным уроком и первым опытом. В мире началась глобальная пандемия коронавирус, и все образовательные учреждения перешли на дистанционный формат обучения. И мне пришлось свой первый урок вести в онлайн-формате. Для меня это было что-то новое. В данном виде обучения имелись трудности, так как дети не были приспособлены к обучению к такому формату и обучение без прямого контакта с учителем. И в наши обязанности входило контролировать обязательное присутствие всех учеников во время урока. Чтобы дети не потеряли интерес к учебе, я была на связи с родителями 24/7, чтобы они также контролировали наличие школьных принадлежностей. Следующая трудность для меня была составлять краткосрочные планы и календарно-тематические планы. Чтобы решить эту трудность, я обратилась к нашим опытным учителям, и они помогли мне с этой работой. Моим наставником была Эльмира Абхаевна. Еще одна трудность была в том, что мы обучали учеников с особенностями развития, которые также учатся в обычных школах. Все, что не знала, я искала где только можно. И все мои старания были не зря. И у меня все получилось. В любой среде я была очень серьезной и неразговорчивой. Но, устроившись в школу, я участвовала в разных развлекательных конкурсах и увидела себя с другой стороны, что я могу быть очень даже активной и интересной. Когда я училась в университете, я участвовала во многих конкурсах и занимала первые места. Все мои эти достижения мне помогли в будущем, приходя на первый урок, чувствовать себя при учениках очень уверенно. Я хочу отметить, где я участвовала в разных конкурсах, точнее, среди молодых специалистов. Еще я хочу рассказать об опыте подготовки к олимпиадам. Несмотря на то, что дети учились дистанционно, мы готовили их к олимпиадам. Мои ученики также активно участвовали в этих олимпиадах и занимали призовые места. Но самое главное – вырастить из них достойных людей, патриотам своей страны. Вот это самая главная задача учителя. Вся эта задача выполняется не за маленький срок, как 2 года, а требует много времени. И все эти грамоты – это те же самые шаги к большому успеху. И это только начало.